Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Месяц Шаабан, благословенный месяц, но в середине этого месяца есть уникальная возможность, большой подарок от Всевышнего Аллаха Тааля. Это ночь Бараат, ночь очищения. В эту ночь люди освобождаются, очищаются от грехов, прегрешений, от напасти, несчастий. Пусть каждого из нас Аллах Тааля удостоит очиститься и получить великую милость Творца. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит, подобно тому, как у людей есть два великих праздника, это Ураза Байрам, то есть праздник разговления, и Курбан Байрам, праздник жертвоприношения. У ангелов также есть два великих праздника. Первый праздник – это Ляйлятуль Кадр, ночь могущества, ночь предопределения, и ночь, второй праздник как раз ночь Бараат, ночь посередине месяца Шаабан, 15 числа, то есть ночь перед 15 числом. Месяц Шаабан. Пусть Аллах Тааля удостоит каждого из нас получить многократные блага этой ночи. И также в хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, тот, кто провел эту ночь в благих деяниях, молитвах, поклонении Всевышнему Аллаху Тааля, а день провел в посте, то Аллах Тааля дарует этому человеку великую возможность. Аллах Тааля дает ему вознаграждение, как будто он постился целый год. В некоторых риваятах описывается, как будто он постился целых 100 лет. И очень важно понимать, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сам выделял эту ночь. В одном из хадисов от Аиши, ради Аллаху анха, передается, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, очень много поклонялся в эту ночь. И Аиша, ради Аллаху анха, обратилась с вопросом к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, спросив, почему он выделяет эту ночь столь обильным поклонением, столь многократным поклонением. На что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: ты разве не знаешь, что Аллах Тааля очень многих людей освобождает от огня ада в эту ночь? И я, как искренний раб Всевышнего Аллаха Тааля, обращаюсь к нему, говорит пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И в эту ночь пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, получил ответ на свою молитву, на свою просьбу ко Всевышнему Аллаху Тааля. В месяц Шаабан пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обратился 13 числа ночью с просьбой ко Всевышнему Аллаху Тааля, в которой он просил, чтобы Аллах Тааля удостоил его заступиться за свою умму, стать заступником, шафаат, чтобы удостоиться шафаату пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, каждому из нас. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обратившись к Аллаху Тааля, Аллах Тааля принял эту молитву, но разрешил, позволил заступиться за 1/3 уммы. 14 числа ночью на 14 число пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, заново обратился с этой же просьбой, и Аллах Тааля разрешил ему заступиться за 1/2 часть уммы. 15 числа, как раз в ночь Бараат, Аллах Тааля позволил пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, заступиться за всех нас, за всю умму. И в эту ночь желательно читать как можно больше молитв. В эту ночь как можно больше говорить салаватов. И в эту ночь Аллах Тааля каждого из нас освобождает от многих грехов. В эту ночь очень благостным считается читать тауба, намазы, говорить зикры истигфар, читать молитву Саидуль истигфар. Аллахумма анта рабби ла илляха илля ант, халактани ва ана абдук, ва ана аля ахдика ва вахдика мастатаату. Вот эту молитву, длинную молитву, желательно прочитать в эту ночь, чтобы очиститься от грехов. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, также, говоря о значимости этой ночи, говорит, что в эту ночь Аллах Тааля сменяет книги деяний, годовалые книги деяний. То есть у каждого человека есть ангел справа, слева ангел сидит, и справа записывает наши добрые, благие деяния, поступки, с левой стороны ангел записывает грехи, прегрешения. И эти книги деяний, они сменяются. Желательно в эту ночь как раз заполнить восхвалением Всевышнего Аллаха Тааля, благодарностью за те блага, которые у нас имеются. Есть такой небольшой лайфхак, я бы сказал. То есть постарайтесь в эту ночь прочитать молитву ночную в мечети и прочитать также утреннюю молитву в мечети. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих хадисов
говорит, если человек прочитал ночную молитву и утреннюю молитву в мечети, то Аллах Та'аля примет, как будто этот человек провел всю ночь в поклонении Всевышнему Аллаху Та'аля, как будто он выстаивал ночную молитву всю ночь. В эту ночь также очень благостным считается перечислить те блага, которым Аллах Та'аля нас наделил, и поблагодарить Всевышнего Аллаха Та'аля. И когда человек начинает перечислять, то он понимает, что эти блага, которыми Аллах Та'аля нас наделил, которыми Аллах Та'аля нас наградил, их не счесть. И когда человек начинает благодарить Аллаха Та'аля, увеличивает то, за что этот раб благодарит. Пусть Аллах Та'аля сделает эту ночь благословенной, пусть Аллах Та'аля сделает благость этой ночи такой, чтобы мы радовались и в этом мире, и в следующем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.